В августе 2003 года была введена в эксплуатацию 16-я фабрика по переработке алмазов в вахтовом поселке Накен. По объективным оценкам экспертов, эта фабрика признана лучшей в мире своей отрасли. Также фабрика считается крупнейшей в Евразии фабрикой по добыче алмазов. Само строительство этого объекта было грандиозным, о чем свидетельствуют хотя бы те факты, что фабрика была возведена за 500 дней в очень тяжелых условиях, на расстоянии 300 километров от прохождения каких-либо транспортных путей. Проект 16-й фабрики был разработан в Швеции. Работы велись под контролем финских супервайзеров. По высоте фабрика равна 14-этажному дому. Самая высокая точка 37 метров, а общая высота 42 метра. Театр начинается с вешалки, а производственный цикл фабрики с приемных бункеров, куда руду загружает огромными погрузчиками. Здесь работает разбутовщик, механизм для дробления крупной породы, а потом руда идет на щитовые дробилки. Применяется мокрое самоизмельчение руды, что обеспечивает максимальную сохранность алмазов, этого самого крепкого в мире, но одновременно и очень крупного минерала. На каждой фазе этого процесса кимберлитовая руда, содержащая невидимые пока глазу алмазы, измельчается до определенного размера. Сейчас мы находимся на участке рудоподготовки и обогащения горно-обогатительного комбината. Здесь, собственно, и происходит раздробление и сортировка алмазоносной руды по качеству и по объему. Цехи доводки и сортировки сырья с помощью новейшей техники и технологии, люминесцентных и жировых сепараторов, драгоценные кристаллы отбираются и подготавливаются к сдаче государству. Туда, в святая святых, как здесь называется, в красную зону, могут попасть только те, кто непосредственно там работает или по специальному допуску. Мы сейчас находимся рядом с головными конвейерами, основная роль которых является транспортировка материала с корпуса крупного дробления на передел подготовки, рудоподготовки и обешламливания. Ну, конкретно этот материал, который рядом с нами проходит, он потом поступает на мельницы мокрого самоизмельчения. Сейчас, как видите, идут пески. Вот, на данный момент мы на песках работаем. Про пески можно сказать, что они уже раскрыты. То есть Получается, они уже прошли первоначальное дробление? Нет, они уже природа их раскрыла. Вот. То есть в обогащении на переделе измельчения уже, скажем, чуть полегче. Мы их уже не измельчаем, а просто промываем. Все это поступает в итоге в барабаны, да? Да, мельницы мокрого самоизмельчения, вот, в которых и, по сути, промывается, то есть измельчение как такового не происходит. Мы, конечно, идем на дальнейшее работу. На дальнейшее, да, на классификацию и дальше на узел обогащения, уже на тяжелосредной установке. Оборудование здесь в основном импортное, поставленное шведской фирмой Metsä Minerals. Есть и отечественное. Весь производственный процесс автоматизирован. Работа множества механизмов на каждом этапе отслеживается с помощью единой компьютерной сети. На каждом участке расположены датчики, которые передают информацию обо всех параметрах работы механизмов, о проходящей через них руде. В центральной диспетчерской следят за всем ходом работы. Отсюда же производится запуск механизмов. Для повышения производительности и облегчения работы диспетчеров здесь все автоматизировано. Расскажите, вот здесь уже получается центр управления всей этой фабрикой, да? Все, что вам показал, тут мастер смены провел по всей цепочке нашей, по всему оборудованию. Вот отсюда непосредственно мы можем полностью управлять, задавать необходимые параметры этого оборудования, вот, следить за технологией в целом. Вот, за статистикой. Ну что, концентрат поедет к вам, 2 троса в кузове и 4 пружины под вибропитателем. Я закинул, графиков, статистику работы любого оборудования, в любой момент, в любой час, в любой день мы можем отследить. А вот кроме этого, что можно еще отслеживать?
Вообще, поскольку такая фабрика, да, вам, видимо, сказали, что она вот такой фабрики только лишь у нас за рубежом находится, да, и здесь, то есть фабрика непосредственно вся автоматизирована. Вот, и непосредственно моей задачей, что является, следить, управлять технологическим процессом, и, понимаете, все это у нас работает от тех или иных параметров, которые я непосредственно отсюда задам. Вот, допустим, вот видим мельницы, да? Три мельницы, одна красная, почему-то да, две зеленые. Мы здесь вот видим, вот, да, на мониторчике у нас показано, значит, зеленым цветом работают две мельницы. Это значит, что, например, зеленый цвет обозначает, что оборудование в работе. Красный цвет обозначает, что оборудование просто стоит у нас или остановлено по каким-то, может, причинам, там, резерв. Есть также еще белый цвет оборудования, как вот видно здесь, да, на линии дробления. Это значит, что, значит, оборудование у нас остановлено, схема приводов оборудования этого разобрана, чтобы, не дай бог, оно не запустилось, там, не дай бог, да, лишний раз. Значит, на нем работают люди, выполняют какие-то работы. Вот. Также вот может заинтересовать вас, например, такие значки. Да. Вот, это управление такое трехуровневое, да, дистанционный режим, локальный режим и автоматический режим. Ну, постоянно стараемся работать, чтобы вся цепочка, вся фабрика работала в автоматическом режиме. Ну, бывают такие моменты, когда необходимо агрегатчику, человеку, который обслуживает, например, тот или иной механизм. Мы выходим по радиостанции, здесь представлены у нас, да, рации. Он подходит к этому оборудованию и локально с места, непосредственно с кнопки запускает. Уже как бы ручная получается. Да. А в каких случаях это бывает? Ну, бывает это крайне редко, вот. В основном мы стараемся работать без каких-либо накладочек, но бывает где-то какие-то, может быть, запрессовочки, какие-то остановки непредвиденные. Вот, что надо конкретно на месте к человеку посмотреть, чтобы, например, запустить тот или иной насос. Там, может быть, мешает что-то ему, может быть, где-то какие-то проблемки. Вот. Агрегатчик подходит, смотрит, запускает, связывается со мной. Я непосредственно проверяю какие-то параметры, если вдруг они сбиты технологически, устанавливаю все это на рабочий лад, и все, мы продолжаем работать. Диспетчерам во время своей смены буквально ни на секунду нельзя куда-либо отлучаться. Их работа требует внимательности и решительности. Ведь именно диспетчер в случае какой-либо аварии предпринимает первые меры по устранению возникшей форс-мажорной ситуации. Еремеев, Нюргун. Нюргун, Еремеев. Ну, бывает, видите, не слышит иногда человек, где-то стоит грохот, шум, и возле оборудования приходится нам звать по несколько раз. Еремеев, Нюргун. Да. Нюргун, значит, с доводки посмотрели, есть у них еще немножко места в бункерах. Вот, так что, можешь маленько, прям чуть-чуть еще подай. Хорошо, подаю. Так, значит, на чем мы остановились? Да, где вот это все? Это все, значит, у программистов, все это на сервере, вся эта информация, вся эта история, все это хранится. То есть здесь, конечно, с места, например, вывести, я могу, например, давайте покажем. Это что у нас сейчас? Ну, например, я вывожу графики, статистики, например, работы, например, узла ТСС. Здесь мы можем видеть все, так, секундочку. Алло, да. 113. Угу. Вот, выводим, значит, все тренд-графики на показ, статистику работы оборудования. Вот, ну, здесь это более наглядно видно, то есть по графику сразу же будет видно, как, то есть работает оборудование более стабильно, более нестабильно. А да. вот эти вот кривые, они что означают? Вот зеленая, допустим. Зеленая, вниз, потом поднимается. Вот, зеленая, ну, каждая линия, да, что-то обозначает. Где-то что-то обозначает давление в гидроциклоне, где-то, например, обозначает там работу насоса, что-то обозначает там работу грохота и так далее. Вот. Ну, как бы нельзя так сказать, что, например, от ровности линии мы смотрим стабильность работы, но стараемся, конечно, например, более-менее, чтобы это без пиковых каких-то таких форм выглядело, все работало более-менее ровненько. Вот. Я здесь могу просмотреть в течение смены, например, своей с 8 до 8 часов, да, 20:00 до 8:00. Все остальное, все, что нужно там посмотреть, например, недели там ранее там, или месяцем, все это хранится на сервере программистов. А так-то работа нравится? Ну что, надо иметь привычку, 12 часов на одном месте сидеть перед монитором бывает тяжеловато, 12 часов, ну а что делать, работаем. То есть работа запрещается на увлекательная. длительное время отходить от места? Ну вообще, как бы я стараюсь не покидать своего рабочего места,
Но если бывают какие-то моменты, конечно, когда я выхожу, вот меня заменяет старший мастер. Он здесь сидит, тоже все это контролирует, пока меня нет. Прихожу я, ну и опять-таки работаю. Так, секунду. Алло. Угу. Положили трубку. А вот учебу вы где проходили, где обучались вот всему этому? Вообще по образованию у меня горный инженер-обогатитель. Все это я получил, все эти знания в ЕГУ, у нас в Мирном, вот, в Мирнском политехе. А вот если вот конкретно по этой начала. программе спрашивать, что это за программа и специальная или... Нет, ну это, конечно, специализированная какая-то технологическая там программа, не знаю, разработка, все это, то есть я, быть может, сильно не в курсе, где А вот что обучение это в курсах, на с курсах программистами. Курсы, да, здесь уже непосредственно. Я начинал работать с 15-й фабрики оператором, вот, потихонечку, постепенно, вот, я дошел вот до диспетчерской 16-й фабрики. Все начиналось с рабочего, вот, все руками это пробовалось, доходило до меня. То есть уже который год вы работаете? Вот здесь непосредственно уже 3 года. Ну, как человек, работающий 3 года вот здесь, можете ли сказать, вот, допустим, студент, который уже закончил горную, да, специальность, может ли сразу после курсов здесь сюда прийти и начать работать? Ну, естественно, нужны какие-то навыки ему, практики, там, не знаю, в целом по цеху, чтобы он прошел, поработал на всех переделах, вот, пообщался. Так, секунду. Алло. Угу. Сейчас рядышком, сейчас дам. Желательно, конечно, чтобы прошел студент, практикант по всем, значит, переделам, все это освоил, все это посмотрел, ознакомился поближе, пообщался с тем человеком, который там уже проработал не 1 год. Вот, постепенно, потом, конечно же, он попадает сюда, если он стремится к этому. Вот, должен иметь он высшее образование, да. Здесь будет проходить стажировочку тоже какое-то определенное время, и потихонечку все, да, учатся люди, да, и потихонечку будут приступать к самостоятельной работе и работать. Ну, коллектив у нас дружный, сплоченный, где-то что-то подскажут, помогут, так что такого нет, чтобы просто так взяли, оставили одного бедного, ничего не знающего. Все это совместно нарабатывается у нас, так что без проблем нет. Для того, чтобы все агрегаты работали стабильно и без отказов, существует Центр управления электродвигателями. Отсюда ведется контроль за подачей электроэнергии всей фабрики. Ну а вот это центр управления двигателями. Отсюда идет подача электроэнергии ко всем оборудованиям фабрики. Василий, в чем строится ваша работа? Я слежу за электрооборудованием фабрики, также произвожу допуск к работе электрослесарей в нашей службе, также подрядных организаций. А вот конкретно вот это помещение, что оно регулирует? Она распределяет электроэнергию к оборудованию фабрики. Да, каждое оборудование имеет свою ячейку, Вот, допустим, свою отдельную ячейку. вот, допустим, вот эта вот ячейка, что она означает? Ну, значит, в этой ячейке находится пусковое оборудование, также защитное оборудование, ну, конкретно трубчатый питатель номер 10. Ну, каждое оборудование имеет свою ячейку. А вот эти вот ярлыки, которые с предупреждениями, чтобы не включали, почему они висят? Не включать, ну, в смысле, то есть вешается, если на данном оборудовании производятся какие-то работы, вешается данный плакат. Ну, для предотвращения самопроизвольного либо ошибочного включения для безопасности. Для безопасности. Вот. Василий, вы откуда родом и чем вот привлекла вас эта работа именно, вот, электрика? Ну, я родом из города Мирного. Закончил Милинский политехнический институт. Так, по специальности электроснабжения горной отрасли. Ну, устроился на фабрику сразу после окончания, ну, летом 2006 года. С тех пор работаю дежурным электрослесарем. Ну а чем нравится ваша работа? Чем она интересна? Интересно, ну, здесь современное оборудование, да, в основном импортное оборудование.
Ну вот. А работа с током это всегда опасно. А что нужно соблюдать вот при работе вот с электричеством? Соблюдать правила безопасности, которые мы ежегодно сдаем. Правила техники безопасности. И какими качествами должен обладать человек, вот, работающий вот на таком на опасном? Ну, прежде всего, внимание, осторожность. Вода – источник жизни. Как и везде, в Наконе без воды никто и ничто не работает. Именно для того, чтобы обеспечить фабрики технической водой, дни и ночи здесь работает так называемое хвостохранилище. Примерный объем очищенной воды составляет более 1 миллиона кубометра. Очистка происходит самым обычным и простым способом – путем оседания. Вот расскажите, пожалуйста, Сергей Викторович, где мы сейчас вот находимся? Ну, мы находимся на самом основном нашем сооружении, это дамба хвостохранилища первой очереди. И вот здесь вот эта емкость, основная емкость хвостохранилища, где накапливается чистая вода, которая подается на 16-ю фабрику. А вот в чем заключается функция вот цеха хвостового хозяйства? Функция цеха хвостового хозяйства – это складирование хвостов и подача оборотной воды. Это основная задача и функция. Ну и как вот сюда вот вода поступает и откуда? Вода поступает, то есть в первую очередь она подается насосными сифонными водозаборами, забирается, сифонными водозаборами забирается с хвостохранилища, подается в оборотную насосную станцию и потом уже на фабрику подается. На фабрику 16, там происходит переработка руды, и вот эти хвосты, которые поступают в емкости, сбрасываются, пульпа так называемая, сбрасывается в емкость. Она оседает, а вода отстаивается, чистая вода поступает сюда в хвостохранилище, и то есть замкнутый цикл происходит. То есть вода как таковой очистка не проходит, а нет, просто она идет путем скоро, оседания. да, путем оседания, и еще дополнительно мы устраиваем вот эти вот дамбочки поперечные, чтобы как-то предотвратить путь попадания грязной воды в сифонные водозаборы. И вот зимой как это все происходит? Точно так же или как-то по-другому? Ну, зимой немножко по-другому, технология разная. У нас зимой, то есть сосредоточенный сброс пульпы, то есть на глубину под лед. Делаются майны, запиливаются под торцом майны и складируются под лед. Это все. А летом же рассредоточены, то есть выпуски, то есть по намывному коллектору, как называется намывной коллектор, там врезаны выпуски. И выпусками этими регулируется, отмывается пляж. То есть намываем пляж, укрепляем дамбочки, то есть складируем хвосты таким способом. А вот эти вот дамбы на какой объем воды рассчитаны, например? Дамбы, они вы имеете в виду емкости, да? Да, вот емкость. Ага. Емкость, ну вот в этой емкости на данный момент, вот по сегодняшним последним результатам замеров, чистой воды у нас более 1 миллиона кубометров. Это без учета льда. С учетом льда это более 2 миллионов. А вот каков уровень качества воды в настоящий момент? Ну, уровень качества, самое главное, чтобы соответствовал нормативам? Да, нормативам технологии обработки, чтобы не повреждать оборудование насосное. То есть как бы соответствует тем нормам, которые заложены в проекте. А вот вода отсюда куда поступает? Только на фабрике или как? Эта вода поступает только на фабрику. То есть это замкнутый цикл. Чистая вода подается на фабрику, сбрасывается пульпа уже. То есть это работа вместе с материалом, с рудой, сбрасывается пульпа и все. А вот снабжение питьевой водой откуда идет? Питьевая вода у нас на поселок и на фабрику идет с буферной емкостью. Это платив на буферной емкости отсюда 20
в пределах 25 километров. За эти 3 выпуска нашей передачи мы познакомили вас с основными профессиями, которые привлечены на добыче алмазоносной руды карьерным методом. Рассказали о том, какие профессионалы работают на промышленных объектах, и о том, какая современная техника привлечена на алмазодобыче. Ну а в последующих выпусках передачи «Профи» мы с вами посетим флагман акционерной компании «Алроса» рудник «Интернациональный». Спустимся в шахту глубиной более километра.